Мы должны сделать его модным. Мы перешли, скажем так, от аналоговой жизни к цифровой. И разве мы знали такое слово, как хиконд? Но при этом и сами не без греха, сами при этом такого мошеннического рода. Они отлично внедрили осетинский язык в рок-эстетику. Где еще, если не в Осетии, должен появиться Газдановский литературный фестиваль? Алан Схурбаев, главный редактор журнала «Дарьял», проработал около 15 лет до этого в журналистике, а ранее когда-то начинал с того, что писал короткие рассказы, которые попали еще в 90-х годах в молодежное приложение журнала «Дарьял», и какое-то долгое время занимался параллельно журналистикой и так для себя литературными опытами. И вот так сложилось, что с 2018 года, с весны 2018 года я в качестве главного редактора журнала «Дарьял». Возможно, он не так актуален, как в 90-х, потому что многие почему-то с какой-то ностальгией вспоминают, как звучало имя журнала в 90-х. Но, с другой стороны, мне не кажется, что он прямо совсем растерял свою актуальность и важность для местного читателя. Это совсем не так. Мы сохранили, мне кажется, какой-то костяк читателей и работаем в направлении того, чтобы читателей стало больше. Время изменилось, и это совершенно нормально, что какая-то часть читателей ушла от нас, да, потому что мы пережили серьезные изменения в нашей жизни. Мы перешли, скажем так, от аналоговой жизни к цифровой, и мы тоже пытаемся сейчас соответствовать новым веяниям. Сайт у нас довольно давно. Сайт появился у журнала, насколько я помню, в конце 90-х еще. И с тех пор он не менял свой вид. И вот совсем скоро, я думаю, уже со следующего года у нас появится новый сайт, который будет полностью интегрирован с соцсетями и так далее. Конечно, нам чтобы соответствовать времени, нам нужно продвигать себя и в соцсетях, и использовать все эти технические штучки, чтобы вы, молодежь, нас читали, чтобы у вас не было ощущения, что это нечто такое из прошлой жизни, то, что читали только наши родители или бабушки и дедушки, то, чтобы у журнала был более современный вид. Я уверен, что пишущая молодежь никуда не делась, по крайней мере, если говорить о русскоязычных писателях из Осетии, то можно сказать, что литературный процесс, он жив в Осетии. И, конечно, наше молодежное приложение этому свидетельство. Мы возродили эту знаменитую традицию журнала «Дарьял», когда раз в год один номер полностью посвящался творчеству молодых. То есть раньше это было так, что выходило 4 номерных журнала в год и дополнительное 5-е приложение, полностью состоящее из творчества молодых. Потом был довольно долгий перерыв, около 10 лет или больше. И в прошлом году мы возродили эту традицию. И уже вот сейчас 2-й год подряд, это вот журнал, который только вышел, он еще даже не поступил в магазины, в библиотеки, который вот радует нас творчеством молодежи. Я могу вам посоветовать просто читать журнал «Дарьял» и самим уже выбирать того, кто вам больше по нраву, потому что молодежь совсем разная. И я, конечно, могу вам сказать, назвать какие-то имена, но все-таки мне хочется, чтобы, если я до этого говорил, что мы стараемся, чтобы журнал звучал в соцсетях, это не значит, что этого достаточно, да? То есть мы хотим, чтобы люди через соцсети приходили к самому журналу, покупали его. И наша конечная цель, чтобы люди уже открывали непосредственно сам журнал, заглядывали в него и читали. Поэтому поступайте вот так и сами выбирайте того, кто вам больше нравится. А так, конечно, и
Георг Губаев, например, замечательный такой сатирик, молодой парень. Замечательные рассказы у него, они есть в этом номере. Урузмат Засеев, совсем молодой парень. Вот сейчас дебютировал в журнале с отличным рассказом. Много кого. Азамат Габуев. Наверняка кто-то знает эти имена, кто-то нет. Но опять же, лучше всего самим начать с того, чтобы открыть журнал. Один из важных способов, если мы хотим сохранить остинский язык, мы должны сделать его модным. Да? Не то, чтобы он входит в моду, но мы должны его сделать модным. И это, собственно, происходит. Это на самом деле, потом это, я заметил, что это так и происходит. Например, то, что делает Миша Дзиев, музыкант, рок-музыкант со своей группой, они пишут и исполняют офигенные песни на остинском, рок на осетинском. Они отлично внедрили остинский язык в рок-эстетику и в рок-мелодику. Да? Это то, что делают, например, ребята из объединения «Портал», творческого объединения «Портал». Как они внедряют остинский язык вообще, в принципе, во все сферы своей деятельности. Да? Разве мы знали такое слово, как «хиконд»? Да? А это их, по сути, это их изобретение. Да? Они внесли в нашу жизнь новое слово, которое сразу запомнилось абсолютно всем. Это замечательно. И таких примеров немало. Мне бы не хотелось, чтобы журнал полностью перешел в цифру. Мне кажется, рано хоронить печатные журналы. Конечно, много мнений звучит о том, что толстые литературные журналы постепенно там сходят на нет, теряют читателей, умирают. Я не думаю, что все так плохо. И постарался бы до последнего защищать именно бумагу, грубо говоря, бумагу против цифры. Это все может прекрасно сосуществовать вместе. Что касается первой части вопроса о трудностях, трудностей полно на самом деле, трудностей много, но сейчас мне не хотелось бы о них говорить более подробно. Трудность на самом деле одна, это чтобы весь мир преодолел коронавирус, и тогда все будет хорошо, потому что все это чувствуют, и мы, и наш журнал. У нас это был точно не самый лучший год в нашей жизни. Полетело много наших планов. У нас вместе с комитетом по делам печати были отличные планы. Мы пытались затеять литературный фестиваль. Много чего, да? Много всяких событий, которые бы создавали такую литературную движуху, если можно так сказать, да, современным языком в Осетии. Все это полетело. Поэтому главное, чтобы вот это прошло, чтобы этот китайский этот ковид, он ушел куда-то навсегда из нашей жизни, и все будет хорошо. За мое время, за то время, что я работаю главным редактором, такого не происходило у нас в журнале, ни с какими проблемами. Типа давления сверху, мы с подобным не сталкивались. Хотя, мне кажется, у нас были достаточно острые материалы. Один из номеров был посвящен 15-летней годовщине теракта в Беслане. И мы дали достаточно много места комитету матери Беслана, чтобы они выразили свою точку зрения, которая, как известно, всегда очень критична по отношению к федеральным властям в первую очередь. И немало было других художественных материалов с такой критикой, облеченной в художественную форму. Но надеемся, и так будет дальше, что мы существуем без давления. Собственно, если открыть молодежный номер, просто то, что под рукой, опять же, Георгий Губаев, замечательный у него рассказ «Милости просим». Скоро будет на нашем сайте. Но уже со следующей недели журнал будет продаваться в магазине «Алом Белон» на проспекте Мира, и можно там приобрести. «Милости просим» – отличный рассказ, который в такой сатирической форме рассказывает
о современной России глазами мелких предпринимателей где-то в Подмосковье, которые постоянно сталкиваются с давлением всяческих структур, да, контролирующих, но при этом и сами не без греха, сами при этом такого мошеннического рода. Это кавказцы, предприниматели, и замечательный рассказ, который очень так фактурно показывает то, что происходит в современной России именно в области предпринимательства мелкого. Очень люблю стихи Олета Айдарти. Замечательные стихи, рекомендую. Виктор Чигир, человек, который пишет в очень разных жанрах, поэтому что-то конкретное из него не могу советовать. Начинал с реализма, писал фантастические рассказы. Сейчас пишет или уже написал, я точно не знаю, исторический роман. Да, ну, Чигир – то, что я точно рекомендую. Ну, если говорить о каких-то конкретных задумках, да, в этом смысле, если говорить, то, конечно, нам хотелось бы, чтобы наш журнал стал, наконец, учредителем литературной премии, литературного фестиваля имени Гайто Газданова. Это старая идея, это совершенно не моя идея. Это идея, которая уже очень много лет витает вокруг журнала «Дарьял». Да? И я хотел бы верить, что это когда-нибудь реализуется в скором времени, потому что, ну, где еще, если не в Осетии, должен появиться Газдановский литературный фестиваль? Подобно тому, как на литературной карте России есть там Чеховский фестиваль, Платоновский фестиваль, вот уровня не ниже должен появиться в Осетии Газдановский фестиваль. Это одна из тех целей, которые действительно меня волнуют и в которую я вкладываю все свои силы и все свое желание, чтобы это было реализовано. Вот. Ну, а если говорить об общих целях, то наша цель – это воспитывать поколение новых литераторов. Это то, чем всегда славился журнал «Дарьял» с самого начала, с тех пор, как Руслан Хазбатрович, основатель журнала, Тотров Руслан Хазбатрович, когда он в 1995 году, если не ошибаюсь, выпустил первый молодежный номер, когда он открыл лицо журнала молодежи именно. Вот этим всегда славился журнал, и это тоже то, что я включаю в свои непосредственные задачи. У нашего журнала есть странички практически во всех сейчас популярных соцсетях, поэтому можно через соцсети обращаться к нам. Кто хочет, жаждет прямого общения, пожалуйста, приходите к нам в редакцию. Адрес можно найти на сайте. Мы всегда открыты, мы всегда за то, чтобы, даже если мы не напечатаем сразу, да, ваши тексты, мы обязательно поговорим с вами и скажем, что не так, и, может быть, в следующий раз это получится. По крайней мере, со мной именно так и было когда-то давно.